Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана провел заседание Кабинета министров, в Ашхабад с визитом прибыл генеральный секретарь ООН, Халкбанк внедрит цифровые кредиты и другие новости. Президент Сердар Бердымухамедов по цифровой системе провел очередное заседание Кабинета министров, на котором были рассмотрены актуальные вопросы жизнедеятельности страны. В частности, указом главы государства посол Туркменистана в Республике Индия Шалар Гильназаров одновременно назначен послом Туркменистана в Непале с резиденцией в Нью-Дели, а посол Туркменистана в России Эсен Айдогдыев одновременно назначен послом Туркменистана в Сербии с резиденцией в Москве. Сердар Бердымухамедов также подписал постановление об утверждении порядка разработки, выполнения и финансирования государственных научно-технических программ, а также подписал постановление, согласно которому неделя культуры Туркменистана в 2025 году пройдет с 22 по 27 июня в Ахалском вилаяте. 5 июля во второй половине дня в туркменскую столицу с визитом прибыл генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш. В международном аэропорту Ашхабада руководителя крупнейшей авторитетной международной организации встретил национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов. Сегодня высокий гость посетит региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и офис представительства ООН в Туркменистане. В рамках своего визита руководитель ООН также примет участие в торжествах по случаю открытия здания МИРАБ, который будет передан представительству ООН в Туркменистане. Акционерный коммерческий банк Туркменистана Халкбанк планирует внедрить новую систему «Цифровой кредит», предназначенную для физических лиц. Система «Цифровой кредит» позволит гражданам Туркменистана получить кредиты дистанционно через интернет, что значительно упростит процесс оформления займов и сделает банковские услуги более доступными. В рамках развития культурных связей между Туркменистаном и Венгрией с 7 по 11 августа этого года в Венгрии планируется провести ряд значимых мероприятий. Делегация Туркменистана примет участие в культурном мероприятии «Куралтай», организованном венгерской стороной. Главными событиями станут Дни культуры Туркменистана и торжественное открытие бюста великому туркменскому поэту и мыслителю Махтумкули Фраги. 7 июля в Ашхабаде состоится выбор депутатов Меджлиса Туркменистана взамен выбывших по 3 избирательным округам столицы. Избирателям предстоит выбрать новых депутатов по округам номер 1 Грашызлык, номер 2 Петраплык и номер 6 Капедак. Голосования будут проходить на 60 избирательных участках с 7 утра до 7 вечера. Кандидат-реформатор Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре президентских выборов в Иране. По данным избирательной комиссии, после подсчета около 30 миллионов голосов, явка избирателей составила более 49%. Избирательные участки по выборам президента Ирана были организованы и в Туркменистане. Иранские граждане, находящиеся в Туркменистане, могли проголосовать на участках в Ашхабаде и Мары. Кроме того, на пограничных с Ираном терминалах Лавтабад и Ашхабад были установлены мобильные пункты. Король Карл III назначил нового премьер-министра Великобритании. Им стал лидер лейбористов Кир Стармер. Карл III пригласил Стармера занять высший пост и сформировать новое правительство после убедительной победы возглавляемой им партии на всеобщих выборах. Стармер пообещал провести ряд реформ, направленных на укрепление экономики и улучшение системы здравоохранения. На чемпионате Европы по футболу в Германии определилась первая пара полуфиналистов. За путевку в финал поборются сборная Франции и Испании. Французы в серии пенальти обыграли команду Португалии со счетом 5-3. Испанцы в дополнительное время одолели хозяев турнира сборную Германии со счетом 2-1. Полуфинальный матч состоится 9 июля в Мюнхене и начнется в 23:45 по ашхабадскому времени. Сегодня определятся еще два полуфиналиста. Англия сыграет со Швейцарией в 21:00, а в 23:45 Нидерланды встретятся с Турцией. Ожидается, что последнюю игру посетит президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете ознакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.